Евгений Онегин зазвучал на кабардинском языке. Это стало возможным благодаря историку-переводчику, поэту и общественному деятелю Миде Шаоевой. Долгожданная книга вышла в свет весной 2019 года и стала итогом 22-летнего кропотливого труда талантливой и трудолюбивой женщины, которая подарила людям особое счастье читать Пушкина на древнем языке адыгов. جاكون شوشة متجرش صغام نمس بصخة تقبيخنر يشحت خجبا فوقي غوتام صنغو يا بجميشة بخفر وديتها زشواشة مر وبغدا مجبر خنم ويجشي معفي تبحجن فرجاغ زاشو بودنغد يزاش نقوطلم تبغاون خوزا بغزافو يباش حاغر ودا قزافو بساون وناش خيفو خوش خشبتجا زاطلا ممطارة تجب أويكجا أبودت يقولو خرشاوة بوشت شبجا سابم حجام يزز يفستحشكم أمرو احتجاين خرز الحسام руслан Людмила я набжауха сахуж роман здесь хахар и джипстудыдда зазмаажау фазгацухуну хуйцевшам саха гарес хохва Онегин невай уфам башальхваш бшахану шитхам ситхихеджа уари ажбану шальхваш загорси набзши ужами и шхару сарджа захмухвам ولقخر يقوي حجمي يادر شخوت زربسور شانيرا جاك زخيشر زغم أرات عرز تزغخوار يفجيني قيخماش وخغم تقوخ مدامي جخلات يوججا يخوجات منسيرم أرزرن شومي سبي أفت منسير أبات فرنسوز تحمشجم زشي مغوة سبيم يقو хуйгасар дэджагушыджау кодым, емгуашау юширт, адабу заранам яшхыдарт, гамахуахадам шигаджег. Презентация книги перевода состоялась в одном из арт-центров города Нальчика. Поддержать автора и отметить важное событие для адыгов всего мира собрались друзья, коллеги, родственники Миды Шаоевой. Я изначально для детей перевела «У лукоморья дуб зеленый». Это всем понравилось. Это воодушевило меня. И попробовала сразу же роман Евгений Онегин. Конечно, сначала это сразу не получалось, но потом я с перерывами, большими перерывами я подходила снова и снова. И в результате на это потратилось 22 года, но я не торопилась с этим. Я хотела довести его до совершенства, убедилась, что мой язык способен выразить то, что Пушкин выразил в своей поэме. Менталитет русский, который он использовал в написании этого романа, я переложила на кабардинский менталитет, не переводя, а наш менталитет, наше понимание, наше объяснение некоторых моментов. Я горжусь, что мой язык очень выразительный и очень емкий. Гости вечера отметили, что художественный опыт Миды Шаоевой можно считать удачным уже по одному тому, что автору перевода удалось передать особенность пушкинской строфы. Мида Шаоева практически идентично передала строение строфы на кабардинском языке, лишь с небольшими изменениями в принципе рифмовки строк в середине строфы, что вызвано требованиями самого языка. Но тот факт, что адыгская литература освоила онегинскую строфу, безусловная заслуга переводчика. Школа советского перевода, художественного перевода, была очень сильная, и она имела возможность предоставить нам целую плеяду замечательных имен, таких как Семен Липкин, Василий Аксенов, Борис Пастернак, Самуил Яковлевич Маршак, Анна Ахматова и многие-многие другие. Но несмотря на высокий уровень советской школы художественного перевода, и несмотря на то, что это был очень хороший уровень переводческого мастерства, тем не менее эти некоторые переводы грешили такими этнографическими неточностями, если быть, лучше сказать,
все-таки этнографическими несоответствиями. Ну, были такие моменты, например, когда вот в соответствии с контекстом, значит, перевода встречаются, например, там молодые люди или муж с женой после долгой разлуки, и мужчина называет свою возлюбленную «моя любимая», «моя дорогая», «милая» и так дальше. То есть это абсолютно табуированная форма общения, которая невозможно, никогда не существовала в рамках традиционного общества. И вот когда эти моменты обсуждали специалистами, конечно, говорили о том, что лучше бы, чтобы наши переводчики формировались в рамках национальных культур и были бы выходцами из наших местных школ. И вот такая замечательная идея, такая мечта литературоведческая, да, она вот осуществилась и стала воплощением в лице МИДы, потому что именно МИДа воплощает вот это идеальное сочетание. Традиционный носитель культуры, она в одном лице, и талантливый переводчик, который может донести до читателя живое кабардинское слово. Теперь я бы хотела дать слово детям, ребятам из творческого объединения «Свеча», которые прочитают на кабардинском языке отрывки из романа Евгения Онегин, руководитель Фатима Тазова. Обхода шхафты псалхра, вхогуша аушалам фа, дмува аудиму оху, коду аужу асвошерса. Купцана цухам хумсагу, шхазваварча охуишам. Хат мяғыл жазы палашыл, замиға пудт, замиға фашт. И саламах харқахт дугуфау, квадра охуфам даже падпш. Ичах, дилаха, шхабсынчахау, қохлавхам охмав қышалаж. Қызаргуаджа удады цуфш, дилачынахари яцуф. Воодушевляющую атмосферу вечера дополнили музыкальные произведения в исполнении творческих деятелей Кабардино-Балкарской республики. День и ночь гоняли в сердце Москву. День и ночь кружится голова. День и ночь взволнована скоростной. Мне кружат твои слова. Хочется предоставить слово еще одному эксперту, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований Бежоев Борис. Вполне осознаю, что не все понимают кабардинский, но тем не менее, если о кабардинском переводе никто не будет говорить на кабардинском, думаю, это будет нехорошо и неприлично. МИДа мебесанс разлираблагали, мис бзамджа али ажарос, бзам худама минафас жели, мдей хунарос и хатасали арасакс мисми. Сажис номера МИДа мис матина жиан, МИДа их нарос и лажахасас хрираджели, адига хабза, адига сабиха, зарасус тахам тиуфава, тхилдауа, МИДа яжахар жаджао, ядахар жаджао, коджах мисхзалираджели али мисиджи тхилчхафу аваду арсаби, гасабахами, яджабахами, ситхами, яджабахам гасабапушитма. كوجس حبا قلوا تخيل شاري نوبا بتبزلح أما بيد نسنقول جاو نوبا تبزلح رمان بوشكمين رمان تيبوخاو
зэдзэкӏакӏуэхэр япэми мис Мадинэ жиӏат, дэ дитхакӏуи, диусакӏуи урысыбзэкӏэ зырадзэкӏыурэ дыкъекӏуэкӏагъ. Ауэ абы нэмыщӏкӏэ езы урысакӏуэ тхэкӏуэ куэди адыгэбзэкӏэ зэдзэкӏауэ щыӏэщ, япэхэми апхуэдэу зырадзэкӏауэ. Иджы абы щыгъуэ щӏызэрадзэкӏыу щытар а урысыбзэр псоми къагурыӏуэтэкъым. Адыгэхэми мис а къызгурымыӏуэхэм щхьэкӏэ мис абыхэм хузэрадзэкӏыу щытауэра. Иджы нобэ урысыбзэр зымыщӏ адыгэр щыӏэжкъым. Мыхуэдэ дыхуей. Мыхуэдэхэр зэдзэкӏын хуейуэ жызыӏэни щыӏэщ. Ауэ абы и жэуапыр мис митӏэ езым дахэ дыдэу мис псалъэпэм щритат. Мыбы дыщӏыхуейр сыт? Мыбы дыщӏыхуейр ди бзэр дгъэпсэун, ди бзэр япэкӏэ зедгъэущын папщӏэ. Бзэр нэхъыбэрэ къыбгъэсэбэпыхункӏэ бзэм и къару къыхохъуэ, бзэм и гъащӏэ кӏыхь мэхъу. Дэ иджыпсту урысыбзэр псоми дощӏэ жытӏурэ абы дытехьурэ ди бзэр дгъэкӏуэдыжын днэсат. Мис ахьэ къэмыхъун щхьэкӏэ мидэ нобэ мис лэжьыгъэшхуэр мыхуэдэу ди пащхьэ къыщӏилъхьар. Перевод Миды Шаоевой предваряет ее стихотворение «Обращение к Александру Сергеевичу Пушкину» на кабардинском языке, которое называется «Твой дух вернулся к горам Кавказа». Здесь же переводчик пишет, что роман в стихах она решила перевести, чтобы показать, насколько широки возможности кабардино-черкесского языка. Нэмыплъ гущӏыхьэ зыхэзбгъащӏэ бдэ слъагъу пэгагъэ уз схуэхъуар. Сыт сызыхуейр? Е сыт мурадкӏэ си гум и шэхур пхуэсӏуэтэн. Иджы узотри щхьэусыгъуэ сфӏощӏыр къыпщыхъуну дыхьэшхэн. Зэрымыщӏэхэу сыпхуэзауэ ӏущабэ цӏыкӏуу гу плъыстат. Ахьэл гурыхьыр къысфӏэӏуэхуу гу лъытэнэ си пхуэзмыщӏат. Щхьэ зыфӏэфӏа си хьэл мыгъуэжьыр спхынэну схузэфӏэмыкӏа. Дэ дякъу къихъуащ, нэгъуэщӏ мыгъуагъи, лэжьэншэу Ленскэр пэрыж щыкӏуэдат. Мис абы щыгъуэ сфӏэфӏу щыӏэм си гугъи си пси хэсхыжат. Хэмэкӏу сыхъуауэ псори збгынэм щхьэ хуитыныгъэу къысфӏэщӏат. Мыхэр щыуагъэшхуэт, икӏи арсэркӏэ дезырышхуэт. Си нэгу уи деплъыр щӏэзгъэтынт, а уи нэгуфӏэхэм сыщӏэплъэу, къэпкӏэлъызжыхьу сыпсэунт, узыхэсщӏыкӏыу сыпхуэсакъыу. Нам къалъыхъуэныр уэзырат, псэм тэмэмыгъэр зыхищӏэнут, бэлыхь щысшэчым и пащхьэм сыптекӏуэдэнри насыпт. Ари къыслъыскъым, уэ сынощэу укъызолъыхъуэ, къызокӏуэх. Згъэлъапӏэ умахуэр зы сыхьэтыр, ауэ ар пщӏэншэщ сохьырмэ. Схуэмыжэчыжу къыстехьэлъэу си дуней ӏыхьэри зохьэкӏ. Сощӏэ сэ, зэпэбжащ си гъащӏэр. Ар белджылыуэ кӏыхь зыщӏынт пщэкӏыжь къэс, шэч къытезмыхьэжу зэ махуэм сыпкъуплъэну сщӏам. Сошынэ, сыӏэдэпщ, солъэӏу Тхьэм. Уэ къысхуэмейми сэ сыпхуейт. Ауэ уэ нэщхъкӏэ сыӏуогъэщт. Обязательно эта книга станет настольной для наших детей. Что самое главное, это наше будущее. Дети должны читать, подростки, юноши должны знакомиться с этой книгой. И вот сейчас я хотела бы, чтобы маленькая девочка, Умова Анжелика, прочитала нам отрывок из романа Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Пожалуйста, Анжелика. Александр Сергеевич Пушкин. У лукоморья дуб зеленый, отдыхапсача шаламита и тхышала. Шепсак уфам щочогара, ты шахарапсы течики, ярапсым тету,
Жешимахуй, чатуя чакай кохурeu. Уара чише айжирабхум, самагу шипсаше. Мазет хамкашеква хажупам, тиш психогуаша шиким. Ажупаше асягошухам, часякхагуам пахажахуан. Абахамесу, пша чахумпша. Чатлаком течхуна цукор, абы ягубхуахам, ямазхам, тэлчэдэд дахаркашо, абы толконна хушимшухта, сатырнужам катэхау, яхыс аташхар яжуху, завод закушхушашаха, абчиш апаштахакам, пшиябгарежар арубат, Пшамхату нарахахом тенчиси мазиш хапаричу пихуана мутагрехач. Я хапсин ес шьяпшикуашер и охтапсажо шхошер уч. Абу пахам утяпсахал захусал кудракашаква. Ариаманаж и тишасахаш арурслапсаш урслахаш. Апысыкваш, яфам сефаш, худуашам шич, жихерславаш, сджажасаш, чадуя джам сыпхатасаш, и шипсатахам цетауаш, сыкзушаш, а шипсари, и джедунем шизоотаж. Я не могу рассуждать о качестве этого перевода, но я могу сказать о качестве МИДы как человека, который сделал очень правильный выбор на сегодняшний день, который сумел соединить вот свои интересы все в лице литературы, то есть именно в том предмете, который может объединить людей. Тем более это поэзия, которая всегда дает полет. Она дает полет не только самой МИДе, одержать победу над всеми бедами, у нее они тоже есть, но она дает возможность нам всем объединиться и немножко подумать о том, а зачем сегодня, собственно, нам нужен перевод. Она же могла писать просто на родном языке и на темы, близкие ей. Но она решила взять высокий образец мировой литературы, не русской, а мировой литературы. И она сделала это замечательно. Вот девочки с радио, мы их всегда так называем, Марию Кулову, Лару. Девочки с радио давно говорили об этом. И, кстати, Нина Адамовна Шагинцукова, она тоже мне говорила о том, что восхищается тем, что делает МИДа. Потому что МИДа действительно, это правильно, МИДа самородок. Oh
выходом перевода романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» на кабардинском языке собравшихся поздравил Салих Гуртуев. Поэт, переводчик, общественный деятель, как никто знает, насколько это кропотливый и тяжелый труд, так как именно он перевел знаменитый роман на балкарский язык. Я сердечно вас поздравляю. Но тут хочу одну вещь сказать. У вас подвиг еще заключается в чем? Вот сейчас только говорили о том, что у нас носителей языка становится все меньше и меньше. Для кого мы пишем, для кого мы переводим. Люди могут прочитать его, дескать, в оригинале тоже. Но оказывается, язык, вот в данном конкретном случае кабардинский язык, который осилил Пушкина, вот этот роман, он будет существовать очень долго и надеяться на то, что когда-то это исчезнет и перестанут читать. Это просто преступление. Много-много тебе еще сил, дорогая моя, много сил. Во имя своего родного языка, во имя родной литературы, дай Бог, чтобы мы, вот ребята, которых я знаю, восхищались тем, что этот перевод стал фактом кабардинской литературы. Помимо своей многогранной общественной деятельности и работы над переводом романа «Евгений Онегин», Мида Ластанашевна на протяжении многих лет активно работает над литературными переводами детских поэтических произведений, встречающихся в школьной программе. Это стихи Крылова, Некрасова, Жуковского, Фета, Тютчева. Мида Ластанашевна, несомненно, и сама большой и талантливый поэт. Уже подготовлен сборник, куда вошли ее поэтические произведения, миниатюры, юморески и песни. Кроме этого, Мида Шаоева – автор 20 брошюр, содержащих транскрипции коранических стихов и текстов, которые с удовольствием читают верующие мусульмане. Я очень хочу дальше перевести стихи Инны Кашежевой. Я уже привела одну группу стихов. Это понравилось людям, даже мне диплом дали. Наш язык является носителем всех наших лучших традиций. Поэтому я призываю его любить и изучать.
Книга издана на личные средства руководителя одной из типографий республики Анюара Бикулова и вышла пока небольшим тиражом, но уже сейчас она широко востребована читателями. Книга нужна в школах и библиотеках, многие мечтают получить ее в свою частную библиотеку. Такая заинтересованность в родном языке и есть самая большая благодарность за вклад Миды Шаоевой в дело сохранения и приумножения духовно-культурного наследия своего народа.